Здравствуйте, уважаемые зрители, уважаемые друзья, мои соратники, мои сторонники, подписчики. Вчера были заблокированы в Телеграме сразу несколько башкирских оппозиционных каналов, среди которых были и два моих канала, которые я лично вел, создавал и вел. Это тот самый из Башкорт и Башнацполит. Помимо них был заблокирован такой крупный оппозиционный телеграм-канал башкирский, это как Куштау онлайн. Куштау онлайн это аналог такой белорусской нефты, который был создан в пику противостояния жителей Башкортостана против хабировской власти, когда шла борьба за Шихан Куштау. Этот канал, скажем так, очень оперативно освещал новости, направлял действия защитников Куштау, объединял их. Вот он вчера был заблокирован. Там подписчиков что-то было около 15-16 тысяч. Помимо них, помимо этих трех каналов, были заблокированы еще такие каналы, как Комитет башкирского сопротивления. Это я потом узнал, да. Оказывается, был такой заблокирован такой телеграм-канал, как Башкортостан. Был заблокирован такой телеграм-канал, как Башкирский снег. Может быть, еще какие-то телеграм-каналы заблокированы, я еще пока не знаю. Но знаю, что вот эти 6 каналов точно заблокированы. В итоге что случилось? Я связался с другими админами других телеграм-каналов, которых знал. Мы пообщались, там узнали через бот. Нам порекомендовали написать в один из ботов, который связан с администрированием Телеграма. Мы туда написали, нам дали ответ, что наши каналы были заблокированы из-за массовых жалоб на наши каналы. Что я могу по этому поводу сказать? Очень печально то, что Павел Дуров, который еще буквально недавно говорил о том, что Telegram является один из самых свободных, один из самых открытых и независимых площадок, таким на самом деле, оказывается, не является. Все мы помним, что еще недавно, там неделю что ли, или 2 недели назад, были заблокированы масса дагестанских каналов, в том числе и «Утро Дагестана». Сейчас очередь пришла за башкирскими телеграм-каналами, оппозиционными, и блокируют в основном оппозиционные телеграм-каналы. Чья будет следующая очередь, я не знаю, да? Но это очень печально и очень тревожная такая тенденция. Еще надо сказать о том, что буквально недавно, несколько дней назад, Хабиров в одном из своих выступлений упомянул об оппозиционных башкирских телеграм-каналах и говорил, что с ними будет вестись борьба, да. Также надо сказать, что практически сразу же после блокировки этих башкирских наших каналов оппозиционных, ну там минут через 20, наверное, через 30, появился в одном из провластных хабировских, один из провластных башкирских каналов, который связан с близким кругом Ради Хабирова, пост такой появился там о том, что заблокированы такие-то, такие-то, такие-то каналы. Вот именно там я узнал, оказывается, что заблокирован помимо моих еще, оказывается, несколько других телеграм-каналов. Вот там написано, что заблокированы такие-то, такие-то каналы, которые вели антироссийскую повестку, проукраинскую повестку, и что такая работа будет продолжена. О чем это говорит? Это говорит о том, что башкирские власти через, возможно, спецслужбы, через какие-то структуры, которые связаны вот с интернетом, да, начали работать по устранению каналов. Как они нашли лазейку? Ну, видимо, нашли лазейку такую, что оказывается, что через массовые жалобы теперь можно блокировать любой канал. Очень печально, что еще буквально несколько лет назад российские власти через Роскомнадзор пытались бороться с самим Телеграмом, пытаясь его запретить на территории России. А сегодня мы видим, что российские власти вместе с админами вообще Телеграма борются уже с оппозиционными каналами своими же, да.
Это очень печально и очень нехорошая тенденция такая. За что вот могли заблокировать меня? Я не призывал никаким погромам. У меня на канале таких не было постов с призывами погромов, там, да, там, убийств там, или еще чего-то. Не было ничего такого. У меня была оппозиционная деятельность, связанная с национально-освободительным движением башкирского народа. Связано с тем, что да, я призывал к независимости Башкортостана. Да, я призывал к развалу России. Но если за это Павел Дуров считает, что меня нужно заблокировать, ну тогда надо заблокировать десятки и сотни телеграм-каналов других национально-освободительных движений Российской Федерации. Их много. Разные, у каждого практически народа сегодняшнего, который находится вот под гнетом этой российской власти, есть свои каналы, через которые они ведут свою деятельность. Многие пишут о развале России. Многие, это и украинские каналы, и американские каналы, есть европейские каналы. То тоже, что ли, все надо блокировать? Если связано с национально-освободительным движением, и Павел Дуров считает, что это плохо, ну тогда надо будет блокировать и ирландские телеграм-каналы, телеграм-каналы басков, каталонцев, уйгур, тибетцев, ну и так далее. Просто если начали с одних, то это может легко пойти и до других. И вот очень показательна позиция оппозиции, либеральной оппозиции российской. Как они, практически никто не написал об этом, о том, что массово закрылись башкирские телеграм-каналы. Написал только кто-то только написал, да, об этом, который выразил его беспокойство. Остальные все как-то проигнорировали. Но они не, это показывает инфантильность вообще, ну и вообще это в духе, да, сегодняшней нашей либеральной оппозиции. То есть их не касается, и да и ладно. То есть, там что с другими, плевать. Но это же ясно понятно, как божий день, да, что сегодня блокируют национальные каналы, завтра будут блокировать мусульманские каналы, послезавтра будут блокировать либеральные каналы, потом христианские и все. То есть российская власть нашла действенный способ блокировать любые неугодные телеграм-каналы. Создаются боты, собирается массово рассылки и направляется на один из телеграм-каналов, его массово забрасываются жалобами, все, телеграм заблокирован. Это очень печально, и я надеюсь, что все-таки Павел Дуров обратит внимание на эту нарастающую тенденцию с закрытием каналов, да, и что российская власть вот нашла такой ключик. Я написал вопросы, почему закрылись телеграм-каналы в различные технические службы Телеграма. Жду ответа. Ответа еще пока нету. Надеюсь, что разберемся и каналы будут восстановлены. По крайней мере, я на это рассчитываю. Всем спасибо большое. Мы никуда не пропадаем. Я как вел свою оппозиционную деятельность, так и буду вести. До встречи.